вам вообще вся эта ситуация с телеканалом АТР и с перекрытием нам финансирования? Ну, это я очень коротко скажу. Это дикая, неприемлемая ситуация. Мне очень сложно было представить, что она вообще может возникнуть в Украине там, в 2021 году на, извините, уже черти какой там год оккупации, когда мы стараемся, с одной стороны, ну, стороны и армия, как бы и общественные активисты, и значительная часть политиков делать все для того, чтобы эти территории вернуть. И тут принимается какое-то очень странное решение о том, что мы канал коренного народа, это очень важное уточнение, поскольку у нас как бы власть, знаете, любит сейчас на международных площадках использовать этот термин, на него как бы там давить, но получается, что канал коренного народа хотят лишить этого финансирования. Я вот часть вашей дискуссии по поводу вот этих конкурсов или тендеров слышал. Я вам другую, знаете, хочу аналогию такую провести. У нас вот во время пандемии отменили конкурсы на государственную службу. Ну, сказали, что есть определенные там обстоятельства, и не надо никакие конкурсы, по сути, тендеры, да, проводить для того, чтобы кого-то выбирать. С другой стороны, у нас война, мы прекрасно это знаем, мы про это говорим, но какие-то конкурсы во время войны, по сути, выдумываются. То есть, ну, это, знаете, о чем свидетельствует? Либо о том, что там люди, которые принимали это решение, они абсолютно некомпетентны, они не понимают вообще, как должна строиться информационная политика, политика реинтеграции, возвращения этих территорий, и как должен звучать голос в данном случае крымско-татарского народа. Либо, ну, тоже есть основания говорить о том, что это обыкновенное вредительство. Тут главный вопрос — понять, это вредительство по неумению или по какому-то злому умыслу. Я вот последние 2 недели за всей этой ситуацией наблюдаю, я как бы начинаю больше склоняться к мысли, что какой-то определенный злой умысел здесь, ну, безусловно, присутствует. Потому что ну, сложно представить, чтобы люди в здравом уме, не знаю, там, светлой памяти принимали такие решения, жаловались, что нам там мало денег выделили, но эти деньги уже выделены. Пожалуйста, разберитесь с ними, а потом уже через год будете говорить о том, что нам надо больше, мы хотим, не знаю, создать какую-то конкуренцию, тогда уже это все придумайте, но не делайте это посреди пути, там, посреди колес. Так в этом и смысл, что они изменили правила под ковром, сами перекодировали эти деньги с субсидий на конкурсы, и знаете, и когда вот все, ну, они же, знаете, вот психология таких людей, она мне понятна, ну, как бы вдруг прокатит, там мотивы не будем брать, то технологически вдруг прокатит, но как бы расчет там на дураков. Это, ну, не дураки вот вокруг тоже сидят, тоже, в общем, люди с мозгами. Да, и вот я просто приведу вам пример. Они любят такое говорить. Вы там частный телеканал. Нет, они говорят так, коммерческий телеканал. Коммерческий телеканал. У нас мы убрали всю развлекуху из канала. У нас нет ничего, потому что кто-то даст рекламу. Если кто-то из этих коммерческих мыслящих депутатов даст нам рекламу в новости про репрессии в Крыму, ну, приносите. И мы посмотрим, что там будет за реклама у вас. Да, понятно, что даже не смешно, да. Мы исполняем социальную миссию, прямую государственную социальную миссию. Причем для коренного народа, как вы верно заметили. И вот записал у нас видеообращение очень много от разных людей со всего мира, из Украины. И такой, ну, наиведомейший юрист Дайнюс Жалимас, это действующий глава Конституционного суда Литовской Республики. Человек, который первым, и этот суд первым признал неконституционным аннексию Крыма и присоединение так называемой к России даже по российским законам. Он осудил это, да, первым, вообще потом уже все остальные ООН и так далее. Так вот, он юрист, да, ну такого уровня, ну не такого уровня, как у нас в министерствах сидят, да. И он говорит, о чем тут вести речь. Он сказал там 3 тезиса, которые сразу просто запоминаются, потому что это здравый смысл. Во-первых, ваш канал выполняет, то, что выполняет ваш канал, это государственная задача. Но задача информационной войны, да, противодействие пропаганде. Уже в открытую все говорят, уже в Америке конгрессмены, что есть пропаганда, и против нее надо бороться. Да, первый пункт, да, это государственная пропаганда, тем более направлена не против Боливии, да, а против Украины. Вот, первое. Второе. У вашего канала, какая разница, какая у него форма собственности, да? Никто не может менять никого форму собственности. Вопрос в том, и такого закона нет. Вопрос только в том, что есть ли у этого медиа, в данном случае, некоммерческая миссия. Если некоммерческая миссия есть у любого, значит, у любого медиа, это некоммерческая миссия, она и требует датирования государства, если государство хочет что-то продвигать. Например, во Франции в мирное время там нет войны и нет такой уж прям пропаганды. Да? Там, допустим, некоммерческую миссию поддерживают напрямую правительство. Никто никаких конкурсов, они поддерживают всех, кто занимается конкретной некоммерческой миссией. Ну ладно, они богатые, хорошо, да, но дело-то не в этом, а в принципе. И третье, что он сказал,
Даню Жалимаса, что вопрос это должен быть закрыт раз и навсегда на законодательном уровне, чтобы не возникало желание у каждого нового чиновника, вот потому что год назад же было то же самое, да, начинать нас спрашивать опять, а крымские татары это кто? Это что за такой подвид млекопитающих, да? Где вы живете? Откуда вы приехали? Ой, а вы правда беженцы, да? Что, и что вы тут, что, не деньги вы тут зарабатывать приехали? Нет, в Киев? Вы так в Киев за деньгами приехали, наверное, из Крыма, да? Но это просто такие дикость слушать, потому что канал АТР потерял все источники дохода коммерческого, даже гипотетические, да, и все, что мы делаем, это несем правду людям и здесь, и там, являемся мостом и честью Украины, да. И вот сейчас придет Зеленский на платформу эту крымскую, и американцы у него спросят: Владимир Александрович, ну, кто что для Крыма сделал, да? Что вы сделали за последнее время для Крыма? Что у вас произошло? Он, может быть, там забудет, может, там не до этого. Они скажут: а мы знаем, вы закрыли единственный крымско-татарский телеканал вот при вас. Ну, спасибо, присаживайтесь, давайте дальше обсудим наши действия по освобождению Крыма. Но это конфуз называется. Для президента это просто конфуз. Ну, я боюсь, что это будет не просто конфуз, это будет скандал, по большому счету. И вот вы прекрасные аргументы привели главы Конституционного суда. Надо, наверное, знаете, попросить этого человека, чтобы, может, он к нам в Украину приехал и немножко нашим судом конституционным поруководил и очень быстро навел порядок. А вот я еще слышал, что господин Емец до этого говорил, как решить эту проблему. Да она элементарно решается. Просто в государственном бюджете защищенная статья, Да, которую конечно. не может поменять ни один министр. Потому что министры меняются. Есть защищенная статья, давайте мы по этой статье будем вести дискуссию только тогда, когда Крым вернется в Украину. Тогда поменяются условия, тогда можно будет говорить о чем-то другом. По состоянию на сегодня я, честно говоря, не понимаю, зачем вот, знаете, какие-то действия, чтобы только в пику прошлой власти сделать. Вот они делали так, а мы сделаем по-другому. Но не все же делали плохо, да? Многие вещи делали хорошо. Оставьте то, что работает, не надо это ломать. И, знаете, я все-таки хочу быть оптимистом, но мне кажется, что и до многих депутатов, до «Слуги народа» вот за эти, там, может быть, 2-3 недели, должно дойти, что на них повесят потом вот эти ярлыки. И если они где-то сейчас ходят и хвастаются, как мы закрыли там 3 канала, то закрытием 4-го канала они никак похвастаться не смогут, потому что это им будут ставить в укор, и вспоминать их будет не за того, что они кого-то там прикрыли в контексте российской пропаганды, а их будут вспоминать за то, что они в спину, по сути, ударили нашим же соотечественникам, которые, вы правильно отметили, то есть это люди в своей стране беженцы, внутренние переселенцы, да, но которые не уехали куда-то в другую страну, не опустили руки, а пытаются что-то изменить и вернуть, свою землю, свой родной как бы дом. И здесь, конечно, нужно поддерживать, тем более, знаете, и последнее, деньги-то по большому счету, но они смешные. То есть я понимаю, если там речь о каких-то миллиардах и шла, да, в масштабах всего того, что у нас сейчас на что-то выделяется, на большую стройку, на какие-то еще проекты, это реально капля в море. Вот не трогайте эту каплю, и она вам принесет результаты, вам действительно чем будет похвастаться, там, не знаю, перед Байденом во время этой крымской платформы или там перед представителями Великобритании. Можно будет сказать, что, по крайней мере, в информационном плане мы работали нормально, не мешали, у нас есть проекты, мы будем дальше двигаться.